Чемпионский характер и техническое изящество, красивые комбинации с контратаками и нокдаунами продемонстрировали боксеры на межрегиональном турнире по боксу «Инта Золотое сердце Коми», который проходил в Приполярье в течение 3 дней с 25 по 27 ноября. Это традиционные соревнования в нашем городе и проводятся уже более 10 лет. Географический охват состязаний с каждым годом растет. В этом году турниру присвоен статус межрегионального. В нем приняли участие спортсмены из разных городов и районов Республики Коми, Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Сыктывкара, Сосногорска, Инты, Воркуты, Печоры, Ухты, Выльгарта, Карткиросского, Ударского, Вычегодского районов, а также Салихарда, Вельска, Котласа и села Мужи. Соревнования проходили на ринге спортивной школы «Юность». Я из команды города Печора. Нас приехало 9 человек, 2 тренера из, соответственно, 2 школ. У нас в команде присутствуют как опытные ребята, так и новички. В Инту приехали, не в первый раз, конечно же. Ездим по много раз сюда. И, вообще, в принципе, по всей республике ездим. Также есть ребята, которые тоже здесь в первый раз, и не один. Команда вся у нас сплоченная, все друг друга поддерживаем. Надеемся на хороший результат. Мы привезли команду из 6 человек. 2006-2007, 2008-2009. В основном это средние и старшие юноши. Малышей мы не привезли, так как везде не хватает средств. Но мы к вам приезжаем уже, наверное, раз 10-й. Первый раз я был у вас на соревнованиях в 1996-м. У вас соревнования были в памяти народного артиста Урбанского. Каждое соревнование – это маленький шаг к победе, популяризация. Мы также работаем с детьми, чтобы они вели правильный образ жизни, достигали цели, были мужественными защитниками нашей Родины. Конечно, география растет за счет того, что мы часто выезжаем на соревнования, участвуем в различных соревнованиях, межрегиональных, республиканских, всероссийских. Наших боксеров видят, с нами уже знакомы многие и хотят посетить нашу Инту, те даже, которые никогда здесь не были. Им интересно, уже слухом полнится земля, все говорят о наших соревнованиях, не только в республике, но и за ее пределами. Всем нравится, как мы проводим, нравится наше гостеприимство интинское, не только сам турнир, а и наш городок маленький очень нравится. Смотрите, какой он красивый у нас сегодня, весь убранный просто как будто золотом блистает. И я надеюсь, что мои ребята и не только мои, все боксеры будут блистать здесь на ринге все эти 3 дня. Бокс один из самых лучших видов спорта, это бесспорно. И один из самых популярных в Инте, это тоже бесспорно. Я так скажу, что на этих соревнованиях я ожидаю от всех по-разному, потому что этот спорт индивидуальный. Кому-то достаточно просто выйти на ринг, и он уже станет мужчиной. Кому-то нужно выдержать все 3 раунда, а кому-то обязательно нужно победить. Поэтому у всех разная задача. У разных ребят, у разных возрастов разные подготовки. 25 ноября состоялся торжественный парад открытия соревнований. Перед началом боев всех участников межрегионального турнира по боксу «Инта Золотое сердце Коми» поприветствовала заместитель руководителя городской администрации Елена Моторина. Приветствует участников 12-го межрегионального турнира по боксу с таким символичным и теплым названием «Инта Золотое сердце Коми». Ежегодно участники, их количество увеличивается, география турнира расширяется, а это значит, что один из самых ярких и сильных олимпийских видов спорта – бокс. Его популярность растет. Дорогие спортсмены, ваша сила, вашей стойкости духа, вашей воле к победе и вашем стремлении к совершенству. Я вам желаю успехов. Пусть вам сопутствует на этом турнире удача. Да здравствует спорт! Да здравствует бокс! Да здравствует Инта!
Еще одно приветствие. Творческий подарок преподнесли боксерам интинские танцоры. Образцовый коллектив «Релакс», известный в Приполярье и далеко за его пределами, исполнил зажигательный номер. Спортсмены и зрители получили хороший заряд энергии и положительных эмоций перед состязаниями. Это наш долгожданный турнир, мы его проводим уже в течение 12 лет. Единственный перерыв был, когда у нас была пандемия, мы не могли проводить эти соревнования. Но с этого года хотелось бы отметить, что статус этого соревнования, он вырос. Теперь турнир уже не республиканский, а межрегиональный. В нем принимают участие не только муниципалитеты нашей республики, но также и близлежащие наши субъекты Российской Федерации. Мы с удовольствием и с большой гордостью принимаем всех гостей. В этом году к нам приехало 14 команд, более 140 участников. Это действительно говорит о том, что турнир пользуется спросом и он достаточно престижен. Первыми на ринг вышли самые юные и легкие спортсмены в весовой категории 30 килограммов. Открывали соревнования 10-летние боксеры из Котласа и Инты. Вячеслав Зарубин из Котласа в красном углу и Александр Пузиков из Инты в синем. Мальчишек едва видно за канатами на ринге, но своим азартом и бесстрашием они могут дать фору и более взрослым боксерам. Юные спортсмены боксировали практически на равных. Боевой опыт у мальчишек пока небольшой. До этого турнира Вячеслав Зарубин из Котласа провел 5 боев, в 4 одержал победу. У интинца Александра Пузикова за плечами 3 боя и 2 победы. На данных соревнованиях местный спортсмен чувствовал себя немного увереннее. По итогам проведенных раундов с разногласием судей победу в этом бою одержал Александр Пузиков. Бой был несложный, но переволновался и все. Тренер сказал, не сдавайся, я не сдавался. И поэтому одержал победу. Он попадал по плечу, но не попадал по голове. Межрегиональный турнир по боксу «Инта Золотое сердце Коми» входит в единый календарный план спортивных мероприятий региона и проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография». Традиционно самой многочисленной представлена команда Инты спортивной школы «Юность». Все мальчишки тренируются под руководством опытного наставника Тараса Цверчака. Боксеры выступали в разных весовых категориях и разного уровня подготовки. В заявочке у нас 34 человека, но из-за болезни 4 человека не смогли боксировать, не смогут боксировать. Будет 30 человек у нас, уже выходят на ринг потихонечку. А самые маленькие 2012 года рождения и взрослые уже юниоры и практически мужчины, такие как Саид Мирзоев. Ну, что я ожидаю от них? Ну, естественно, от старших юношей, юниоров, которые опытные, только побед. А от мальчиков маленьких 10, 11, 12 годов рождения я жду, чтобы они вышли на ринг, не побоялись, и чтобы, выходя с ринга, у них осталось желание опять вернуться на ринг и боксировать. Бокс! Бокс!
Боксом я занимаюсь уже 1 год. В соревнованиях участвую не очень часто, это 2-й мой раз. Это республиканские соревнования. Раньше я участвовала в интинских соревнованиях. Очень волнуюсь, но пытаюсь с этим справляться. Я занимаюсь 4 месяца. Это, наверное, мои 3-е соревнования или 4-е. В начале ринга волнительно как-то все равно. Турнир стал большим спортивным праздником для всех. И для самих участников соревнований, и для многочисленных зрителей и поклонников этого красивого и мужественного вида спорта. В первый день соревнований проходили предварительные бои, в которых приняли участие 33 пары боксеров. Среди них 13 интинцев. Спортсмены в разных весовых категориях поочередно выходили на ринг. Каждый спортсмен мечтал дойти до финала и стать победителем межрегионального турнира. Вот так, вовремя останавливайся. Выдергивай, пускай макает. Живот есть. Вызывай его постоянно. Центр твой, на центр вышел. Бокс. Поставь ручку, пускай летят. Вызов, подавливай сейчас. Умница. Мало. Концовка идет. Я занимаюсь боксом 3 года. Выходить на ринг всегда волнительно и, есть чувство весь день, волнение. Я пришел на бокс как-то неожиданно, меня мама позвала. Сходи, Максим. Попробовал, выигрывал я многие турниры уже, республиканские, межрегиональные. В этом спорте именно я занимаюсь с 7 лет, и столько уже прошел, то что, как-то бросить не легче, чем продолжить путь уже, да, Да и нравится этот вид спорта, воспитывает мужество, да и команда сплоченная, хорошая, дух поднимает, что ли, можно так сказать. Вообще спортивные достижения, победитель ЗФО, да и все, в принципе, участник первенства России. Перспективы в спорте, добиться кандидата мастера спорта, а там уже буду рассматривать, ведь все-таки без шлемов боксировать это уже более травмоопасно и нецелесообразно, я считаю. Там уже будем смотреть поплотнее. В соревнованиях участвую регулярно, то есть практически на все соревнования езжу. Когда они прям впритык, конечно, не попадаю, надо же передышку давать. Но все-таки езжу на более все соревнования. И не только по республике, но выезжаем даже в Россию всей командой. Межрегиональный турнир является одним из самых престижных в Коми. Он уже стал своего рода визитной карточкой Инты, и боксеры с большим нетерпением ждали его, чтобы выявить сильнейших на ринге. Наша, скажем так, школа бокса, спортивного бокса, подготовки наших спортсменов, она всегда славилась своими победами и достаточно серьезными победами на высоком уровне. Последние соревнования, с которых ребят приехали, в том числе и заполярные игры, говорят о том, что наши спортсмены готовы к предстоящим соревнованиям. И мы с большой надеждой и уверенностью надеемся на то, что наши ребята станут победителями, завоюют заслуженные призы, медали, грамоты. На интинском ринге сразились как новички, так и титулованные боксеры, неоднократные победители и призеры соревнований различного уровня. Мастерство и силу характера продемонстрировали все команды. Во время поединков парни поддерживали друг друга наравне со своими тренерами. Это такой непредсказуемый вид спорта. Надо уметь оценивать противников и любую команду. В любой команде есть сильная сторона и слабая. Я как думаю, в ринге победит сильнейший. Занимаюсь я с 1 класса, 8 лет. Я считаю, что бокс развивает мужские навыки, выносливость, да и так делает из тебя настоящего человека. В Инду я приехал первый раз на соревнования. Все участники турнира, члены судейской коллегии, тренеры приезжих команд отметили высокую организацию соревнований, теплую атмосферу и сильнейший состав большинства команд. Здесь гостеприимно встречают,
начиная со звонка, когда мы получаем положение. Также гостеприимно нас сегодня встретили на автобусе в 6 утра, расселили, накормили, можно сказать, показали дорогу к столовой. Все нас устраивает. Со всеми надо боксировать, серьезно. То есть нельзя недооценивать своего соперника из любого города, даже если он из деревни. То есть каким бы он ни был, откуда бы он ни был, всегда соперник может как бы гарантировать опасность. Ведь тут никогда не знаешь, ты можешь заниматься там хоть сколько лет, хоть 20 лет, хоть 30, можешь иметь хоть в 3 раза мощнее удар, чем твой соперник, а тут одно неловкое попадание и все. Тут как бы всегда соперник несет какую-то за собой опасность, вне зависимости какой он. Как говорят спортсмены, бокс – это вид спорта, в котором физическая подготовка не является решающим фактором для достижения успеха. Бесспорно, очень важно, чтобы боксер был сильным, быстрым, выносливым и ловким, обладал хорошим техническим арсеналом. Но все это остается не более чем грудой мышц и рефлексов до тех пор, пока не появится понимание того, как этим набором пользоваться. Бокс – это поединок мыслящих бойцов. И самое главное в этом виде спорта – голова, а не кулаки. И не грубая физическая сила, а ум, тактика и точный расчет. Сильных и слабых команд не бывает, потому что в каждой команде есть и более опытные, и зрелые боксеры, более неопытные, слабые боксеры. Поэтому в каждой команде есть 1, 2, 3 человека очень опытные, которые мы знаем, они знают моих ребят. Все готовятся под того или иного соперника. Поэтому основным ребятам нелегко будет на ринге. Есть отличные парни в Сыктывкаре, отличные парни в Воркуте и Салихарде. Хорошие ребята приехали сегодня из Котласа и Вельска. Так что я могу сказать, что география у нас большая, и во всех городах и селах, и поселках сейчас очень популярный бокс, и много есть хороших ребят. Болельщики, тренеры, друзья и родители как могли поддерживали юных боксеров. Мальчишки, в свою очередь, старались не разочаровать наставников и зрителей. По итогам первого дня турнира победителями предварительных боев стали 5 интинских боксеров. В полуфинале сразились 42 пары спортсменов. На протяжении 3 дней шли упорные и напряженные бои на ринге. Кипели нешуточные страсти, ведь все мальчишки имели решительный настрой и держали болельщиков в постоянном напряжении. Зрители были в восторге. Поединки прошли динамично, но победы давались нелегко. Соперники все хорошие, приехали с серьезными намерениями, выступили отлично. Доволен своим выступлением. Отбоксировал хорошо. Соперник мой тоже был хорошо подготовлен. В воскресенье, в День матери, в спортивной школе «Юность» прошли финальные бои. Сильнейшие боксеры соревнований сражались за золотые медали. Борьба за первые места развернулась серьезная. Награждение проходило после каждого финального боя.
На ринге интинец Максим Петров в красной форме и боксер из села Мужи Дмитрий Чупахин в синей форме. Весовая категория 42 килограмма. Спортсмены боксировали на равных. Но к концу последнего раунда приезжий боксер явно устал и пропустил много ударов. Единогласным решением судей победа присуждена Максиму Петрову. Он стал обладателем кубка, золотой медали и грамоты Министерства физической культуры и спорта Республики Коми. Я вчера боксировал очень тяжело, как и сегодня. А соперники были нелегкие. Вот. Я старался выиграть, чтобы семья мной гордилась. По словам Максима, соперник в финальном бою ему попался достаточно сильный. Ему просто не хватило физической подготовки. У приезжего спортсмена сбилось дыхание, из-за чего он пропустил много ударов. Ну, наверное, дыхалки и уверенности. Он мог бы меня зажать, насколько я понимаю, но у него этого не удалось. Мы приехали из Мужей, нас было больше 10. Мы подготовились очень сильно. Я сначала нервничал, но я сделал волю в кулак и начал соревноваться и получил 2 место. Всего в финале межрегионального турнира по боксу сразились 22 пары. 8 боев провели интинские спортсмены. Мальчишки бились за медали, как настоящие воины, но одержать победу удалось далеко не всем. Спортсмены из Воркуты – одни из постоянных участников турнира. Боксеры из Заполярья стараются не пропускать соревнования и с радостью отзываются на приглашение интинцев. Привезли 15 человек. Уровень подготовки, в принципе, у всех разный. Есть и новички, есть уже более опытные спортсмены. Катать надо, ребят, чтобы был опыт, чтобы набирали бои, чтобы в дальнейшем было больше побед. Значит, в принципе, выполнили все, что хотели. Есть и 1, и 2, и 3 места. Хорошо съездили, скажем так. Турнир замечательный. Мы неоднократно сюда приезжаем, потому что принимают хорошо. Вообще уровень подготовки, проведения соревнований на отличном. Очень приятно видеть на этом турнире не только Республику Коми, но и Архангельский и Малоненецкий автономный округ. Соответственно, и конкуренция выше, потому что мы с другими регионами встречаемся реже гораздо. Нам сложнее выехать с Воркуты, сами знаете, да, далеко. И конкуренция выше, соответственно, и спортсмены стараются привозить каждый год все лучше и лучше уровень спортсменов. Поэтому становится сложнее, некоторым и легче, потому что, говорю, новички у нас тоже есть, привезли их. Все равно показали хороший результат. Тренер Воркутинской спортивной школы бокса «Заполярный ринг» Марина Румянцева довольна выступлением своих учеников. Из 15 человек, которые приняли участие в межрегиональном турнире, 11 стали призерами. В копилке Воркуты 3 золотые медали, 2 серебряные и 6 бронзовых. Первый бой легкий, второй тоже легкий, третий уже более сложный. То есть, ты попадал больше, чем он, но был менее активный. Пятился назад немножко, были ошибки, а так-то доволен, да, собой.
Я приехал из города Вельска. Команда у нас достаточно была сильная. Ребята в основном были опытные. Приехали из Салихарда, школа «Старт», спортивная школа «Старт». У нас приехало 16 человек. 14 человек приехало. 16 вместе с тренерами. 2 тренера с нами. С нами приехали еще 2 малышей, чтобы проверить их опыт, как они, да что. А так все хорошо отбоксировали, некоторые остались опытными, некоторые выиграли. У меня был один бой, у меня маленький вес, я один противник нашелся. Я ему проиграл, но мне дали 2 место, потому что это был финал. Вот. Он оказался опытнее, чем меня. Я первый раз на выездных соревнованиях. Я участвую почти в каждых соревнованиях. Очень часто мы проводим выездные соревнования, также у нас в городе. На этих соревнованиях как Выступил довольно хорошо, я не занимался долго, попался хороший соперник, проиграл. Турнир сегодня уже межрегиональный. Изначально он был городским, потом республиканским, сейчас межрегиональный. Приезжают сюда уже не только команды из республики, но и из соседних городов, из северо-западного округа. Бокс, конечно, популярен, и за счет проекта «Спорт. Норма жизни», и за счет федеральной федерации бокса мы постоянно получаем для боксеров обмундирование. Поэтому спортсмены видят, что все есть, все для победы, поэтому приходят и занимаются. Да, тренер у нас работает на результаты. Уже сегодня мы имеем 12 спортсменов, которые входят в сборную Республики Коми по боксу. Поединки заканчивались по-разному. Победой ввиду явного преимущества, большинством судейских голосов, отказом продолжать бой. Серьезных травм во время турнира никто не получил. Дежуривший врач на протяжении всего турнира внимательно следил за каждым боем. Я приехал в село Вольгард, у нас в команде 8 человек. В целом понравилось. Да. Первый бой я проводил победный для меня, второй, к сожалению, нет.
На ринге боксеры в весовой категории 57 килограммов. Дмитрий Масленников в красной форме из Карткироса и Илья Андреев в синей форме из Инты. У приезжего спортсмена немного больше опыта в боксе. Парень занимается этим видом спорта почти 10 лет и уже провел порядка 40 боев. В 25 одержал победу. Бить, Илья, бить, не стоять! Предугадать исход боя было сложно. Боксеры бились на равных. Несмотря на то, что интинец Илья Андреев занимается боксом намного меньше, чем его соперник, держался он в ринге довольно уверенно. В итоге интинцу Илье Андрееву удалось заработать очков больше. По решению судей именно он стал победителем межрегионального турнира. Дмитрий Масленников из Карткироса удостоен серебряной награды. Было нелегко, соперники все сильные были, но мне кажется, одержал победу то, что они были не уверены, может, в себе. Вот, а я намеревался взять первое место, был готов к тяжелым боям. Боксом я занимаюсь второй год. Из них провел множество боев, были очень трудными. Но соперникам я хочу пожелать больше усерднее тренироваться, быть более уверенным на ринге. За 3 дня с 25 по 27 ноября на Интинском ринге было проведено около 100 динамичных и невероятно зрелищных боев. Каждый боксер рассчитывал на победу и мечтал завоевать золотую медаль. Большие надежды на учеников возлагали тренеры. Наставники как могли поддерживали своих воспитанников, срывая голос.
Настоящий профессиональный рост боксеров происходит именно после участия в соревнованиях, и в том числе с поражениями. Тренеры верят, что у всех парней есть потенциал. Нужно усердно тренироваться, учиться, исправлять ошибки, ставить цели и идти к ним. На ринге спортсмены в весовой категории 80 килограммов. Магомедин Пашаев в красной форме и Артур Руденко в синей форме. Оба интинцы. Парни тренируются под руководством Тараса Цверчака в спортивной школе «Юность». Артур достаточно опытный боксер, а Магомедин еще новичок. Исход боя между парнями был очевиден. В итоге у Артура первое место, а Магомедин стал серебряным призером турнира. Следующими на ринг вышли ухтинец Грант Аракелян в красной форме и интинец Дмитрий Леликов в синей. Приезжий спортсмен оказался немного быстрее и техничнее, но Дмитрий не сдавался.
По итогам 3 раундов победу одержал Грант Аракелян. Дмитрий Леликов стал серебряным призером турнира. Благодаря соревнованиям интинцы и гости города смогли окунуться в настоящий мир бокса. Подгоняемые товарищами по команде и тренерами, некоторые парни сражались на ринге с таким азартом, которому могли бы позавидовать профессионалы. Самым ярким и зрелищным в финале стал последний бой, проведенный сильнейшими боксерами в весовой категории 67 килограммов. Интинцем Саидом Мирзоевым в красной форме и Никитой Черепановым из Котласа в синей форме. Саид Мирзоев – один из сильнейших боксеров в республике Коми. Парень является кандидатом в мастера спорта, неоднократным победителем и призером Северо-Западного федерального округа, республиканских и всероссийских соревнований. Он занимается боксом 7 лет. До этого турнира провел 100 боев и почти во всех одержал победу. Несмотря на явное преимущество, местный спортсмен предоставил сопернику из Котласа возможность проявить себя. Никита Черепанов занимается боксом 3 года, имеет первый юношеский разряд. За его плечами 30 проведенных боев.
Единогласным решением судей победа в этом бою присуждена Саиду Мирзоеву. Все призеры межрегионального турнира «Инта Золотое сердце Коми» получили заслуженные награды – медали, кубки и грамоты. Интинцы завоевали 22 медали, 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. Также были отмечены победители номинаций: за лучшую технику Дмитрий Филиппов из Печоры, за волю к победе боксер из Салехарда Павел Барабаш и за самый красивый бой Никита Черепанов из Котласа и Саид Мирзоев из Инты.